Стильное историческое здание со остроконечным пиком на крыше башенки было построено более 100 лет назад, в 1914 году, табачным промышленником Стефаниди, и располагалась тогда там табачная фабрика «Мир». В 1921 году здание было передано Совпрофу Абхазии, а затем городскому совету депутатов. В 1950 году московскими властями Сухому в подарок были переданы куранты за чистоту города. В том же году их монтировали в башню здания администрации. Отсюда пошло название «Дом с часами». Сегодня, спустя много лет, предстоит полный демонтаж башни. Комиссия в октябре этого года была создана главой администрации с привлечением строителей, архитекторов, кабинета министров и охраны памятников. Решила комиссия кардинально решить вопрос. То есть обмерить башню, разобрать ее, снять сейчас механизмы, циферблаты и восстановить в том виде, в каком она есть, только из более прочных металлических конструкций. Разобрана вся внутренняя конструкция и обшивка башни. После тщательного обследования помещения специалисты пришли к выводу, что несущие балки тоже пришли в негодность. Механизм часов сейчас разобран и хранится в одном из помещений администрации. Сегодня, заглянув в сердце курантов, можно увидеть, что внутри пустота и прогнившие балки. Снаружи остался только корпус. Фактически здесь капитальные стены только наружные, вот по периметру. А остальное все вот такие конструкции. Мы специально их оголили для того, чтобы понять, на что опирать нам нашу башню будущую. Как вы видите, здесь вот проходят металлические швеллеры, балки, которые от одной стены идут до следующего ригеля. Расстояние 10 метров пролета. Это очень большое расстояние. Поэтому конструктор должен рассчитать, вычислить, для того, чтобы эта башня не просела. На данном этапе механизм часов демонтирован. Так как была угроза вообще обрушения, мы ждем проект, согласованный с Министерством культуры, после чего мы уже будем приступать к работам. С виду небольшие часы весят около 2 тонн. Именно эта нагрузка привела к тому, что башня дала крен. Если подняться на крышу, можно увидеть огромные трещины в корпусе башни. Да и сама кровля нуждается в замене. Вот если посмотреть на эту башню, на глаз видно, что вот эта сторона просела, вот там где трещина. И отсюда оседал механизм всех часов. И с этой стороны подкладки делали для того, чтобы механизм выровнять, чтобы часы могли работать. Получается, вот этот весь участок крыши тоже надо заменить. Больше полувека прошло с тех пор, как каждые 15 минут в столице был слышен четвертной бой курантов сухумского Биг Бена. Сейчас часы не работают, но уже в следующем году горожане и гости столицы услышат бой курантов. И выражение «встретимся под часами» вновь станет актуальным. Рената Шакай, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.